Провозглашается решение Конституционного суда именем Кыргызской Республики. Решение Конституционного суда Кыргызской Республики по делу о проверке конституционности пункта 11 части 1 статьи 35, части 1 статьи 260 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики в связи с обращением Султаналиева Марата Бакаевича Усенбаева Саматбека Айтбаевича, представляющего интересы Дооталиевой Аллы Аликовны. 14 июня 2023 года, город Бишкек. Конституционный суд Кыргызской Республики в составе председательствующего Сконбаева, судьи Айдарбековой, Бабукеевой, Дюшеева, Джумабаева, Джулдошева, Касмалиева, Шаршиналиева, пресс-секретаря Маматалы Кызы Камила с участием обращающейся стороны Султаналиева, Усенбаева, представляющих интересы Дооталиевой, сторона ответчика, постоянного представителя Джогорки Кенеша в Конституционном суде Исыранова Самата Куштубековича, третьих лиц Молдубаева Алмазбека Тавалдыевича, постоянного представителя президента и кабинета министров в Конституционном суде, представителей по доверенности Верховного суда Сапияновой Маргариты Насаркановны, Генеральной прокуратуры Айбашева Талайбекова Исконовича, Министерства юстиции Токтогуловой Нурмиры Сабырджановны, Министерства внутренних дел Маматкулова Азамата Токтусуновича, руководствуясь частями 1 и 2 статьи 97, статьями 4, 17, 40, 45 Конституционного закона о Конституционном суде, рассмотрел в открытом судебном заседании дело о проверке конституционности пункта 11 части 1 статьи 35, части 1 статьи 260 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики. Поводом к рассмотрению данного дела явилось ходатайство Султаналиева Усенбаева, представляющих интересы Дооталиевой. Основанием к рассмотрению явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствует ли Конституции пункт 11 части 1 статьи 35, части 1 статьи 260 Уголовно-процессуального кодекса. Заслушав информацию судьи докладчика Джулдошевой, проводившей подготовку дела к рассмотрению в судебном заседании и исследовав представленные материалы, Конституционный суд установил: в Конституционный суд 6 июля 2022 года поступило обращение Султаналиева Усенбаева, представляющих интересы Дооталиевой, о проверке соответствия пункта 11 части 1 статьи 35, части 1 статьи 260 Уголовно-процессуального кодекса, части 1 статьи 61, части 4 статьи 100, части 1 статьи 101 Конституции. Как следует из ходатайства, старшим следователем Министерства внутренних дел Мусаевым 13 сентября 2016 года вынесено постановление о прекращении уголовного дела в отношении Дооталиевой за отсутствием в ее действиях состава преступления. Потерпевший по данному делу Бекбоев обратился в Первомайский районный суд города Бишкек с жалобой на указанное постановление о прекращении уголовного дела. Суд, рассмотрев жалобу, пришел к выводу, что данное постановление принято в соответствии с требованиями УК и оснований для его отмены не имеется. В последующем Бишкекским городским судом и Верховным судом решение Первомайского районного суда оставлено в силе. Заявители считают, что законность постановления о прекращении уголовного дела была закреплена решением всех трех судебных инстанций, и дальнейшее возобновление следствия могло быть возможным лишь в случае отмены вышеуказанных судебных решений. В противном случае такие действия будут противоречить части 4 статьи 100 и части 1 статьи 101 Конституции, устанавливающих, что отмена, изменение или приостановление судебного решения осуществляется судом в установленном законом порядке. Вступившие в законную силу решения судов Кыргызской Республики обязательны для всех государственных органов, органов местного самоуправления, юридических лиц, общественных объединений, должностных и физических лиц и подлежат исполнению на всей территории республики. Однако, как отмечают авторы обращения, несмотря на наличие неотмененных судебных решений о законности прекращения уголовного дела, органами прокуратуры вынесен ряд необоснованных и незаконных процессуальных решений по возобновлению следствия. И при этом исследовались обстоятельства, события и факты, по которым действиям Дооталиевой уже была дана юридическая оценка в ходе следствия, что нашло свое отражение и в обозначенных судебных актах. Султаналиев и Усенбаев утверждают, что возобновление прокуратуры следствия в отношении Дооталиевой привело к тому, что события 12-летней давности вновь стали предметом судебного разбирательства. Это стало возможным ввиду наличия у прокурора в силу оспариваемых норм УПК полномочия отменять незаконные и необоснованные решения следователя, руководителя следственного подразделения, нижестоящего прокурора и возобновлять производство по прекращенному делу. По мнению заявителей, произвольное многократное возобновление прекращенного уголовного дела при наличии неотмененных судебных решений
признавших законность его прекращения, создает для Дуаталиевой постоянную угрозу необоснованного и незаконного уголовного преследования и тем самым нарушает ее конституционное право на судебную защиту, гарантированную частью 1 статьи 61 Конституции. С учетом изложенного субъекта обращения просят признать пункт 11 части 1 статьи 35, части 1 статьи 260 УПК противоречащими части 1 статьи 61, части 4 статьи 100, части 1 статьи 101 Конституции в той мере, в какой не регламентируют процедуру отмены прокурором решений следователя, руководителя следственного подразделения, нижестоящего прокурора о прекращении уголовного дела и его возобновлении при наличии неотмененных судебных актов, признавших законность и обоснованность решений следователя. Постановлением Конституционного суда 11 января 2023 года данное обращение было принято к производству. В судебном заседании обращающая сторона поддержала свои требования и просит их удовлетворить. Представитель стороны ответчика Саранов выразил следующее мнение по оспариваемым нормам. Исходя из части 4 статьи 100 и части 1 статьи 101 Конституции, отмена, изменение или приостановление судебного решения осуществляется судом. Вступившие в законную силу решения судов общеобязательные подлежат исполнению на всей территории республики. Отмена постановления следователя о прекращении уголовного дела и дальнейшее производство по уголовному делу могло быть возобновлено только при условии отмены судебных актов о законности и обоснованности решения следователя. В соответствии со статьей 105 органы прокуратуры осуществляют уголовное преследование, участвуют в судебном разбирательстве, надзор за исполнением судебных решений и иные полномочия, предусмотренные Конституционным законом. При этом УПК наделяет прокурора полномочиями возобновления прекращения уголовного дела путем отмены постановления следователя о прекращении уголовного дела. Поскольку оспариваемая норма УПК не регламентирует порядок возобновления прекращенного уголовного дела прокурором при наличии неотмененных судебных актов, предметом которых были вопросы законности решения следователя о прекращении уголовного дела, они не могут противоречить Конституции. Постоянный представитель президента и Кабинета министров в Конституционном суде Молдубаев и представитель Министерства юстиции Токтогуловой выразили аналогичные правовые позиции и считают, что оспариваемая норма не противоречит положениям Конституции. Вместе с тем они также полагают, что УПК требует доработки в части регламентирования процессуального порядка возобновления прокурором уголовного дела при наличии судебных актов, согласно которым решения следователя, руководителя следственного подразделения, нижестоящего прокурора о прекращении уголовного дела признаны законными. Представитель Верховного суда Сапьянова отметила, что согласно статьям 257, 258, 259 уголовное дело прекращается следователем при наличии оснований, указанных в части 1 статьи 27 УПК, при условии отсутствия обстоятельств, установленных частью 3 статьи 27 УПК. При этом УПК не содержит нормы, разграничивающие полномочия прокурора по отмене постановления следователя о прекращении уголовного дела, законность и обоснованность которого рассмотрена в судебном порядке. Согласно принципу осуществления правосудия только судом, закрепленного статьей 8 УПК, приговоры и другие решения суда по уголовному делу могут быть проверены и пересмотрены только соответствующими судами в порядке, предусмотренном законом. Пробел в уголовном процессуальном законодательстве о порядке возобновления прокурором уголовного дела, прекращенного постановлением следователя, законность и обоснованность которого рассмотрена в судебном порядке, может быть восполнен законодательным органом путем внесения изменений в УПК. На основании вышеизложенного Сапьянова не усматривает противоречия оспариваемых норм положениям Конституции. Представитель Генеральной прокуратуры Айбашев отметил, что прокурор принимает предусмотренные законом меры по выявлению любых нарушений законности, как в ходе расследования уголовного дела, так и после его завершения. Право прокурора своим постановлением инициировать дополнительное расследование вытекает из положения абзаца 2 статьи 105 Конституции. В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 35 УПК, полномочия прокурора в ходе уголовного судопроизводства отменять незаконные и необоснованные решения следователя, руководителя следственного подразделения нижестоящего прокурора, выносить постановление о приостановлении прекращения производства по делу находится в системной связи с конституционными нормами абзаца 2 статьи 105 Конституции. При отмене постановления следователя о прекращении уголовного дела, производство по прекращенному делу возобновляется постановлением прокурора. Учитывая изложенное, представитель Генеральной прокуратуры считает, что оспариваемые нормы не противоречат Конституции. Вместе с тем Айбашев считает, что доводы заявителя касаются частного случая принятия решения отдельным прокурором. При наличии судебного акта постановления о прекращении
прекращения досудебного производства не должно отменяться прокурором. Представитель Министерства внутренних дел выразил позицию, аналогичную правовой позиции представителя Генеральной прокуратуры. Оспаривая норму УК, не затрагивают вопросы, связанные с судебными решениями, и не наделяют прокурора полномочиями отмены судебных решений. Конституционный суд, обсудив доводы сторон, выслушав мнение третьих лиц и исследовав материалы дела, приходит к следующим выводам. В соответствии с частью 4 статьи 17 Конституционного закона о Конституционном суде, Конституционный суд выносит акты по предмету, затронутому в обращении, лишь в отношении той части нормативно-правового акта, конституционность которой подвергается сомнению. Таким образом, предметом рассмотрения Конституционного суда по данному делу является норма пункта 11 части 1 статьи 35, части 1 статьи 260 Уголовного процессуального кодекса, изложенные в следующей редакции. Статья 35. Полномочия прокурора. Прокурор в ходе уголовного судопроизводства уполномочен отменять незаконные, необоснованные решения следователя, руководителя следственного подразделения, нижестоящего прокурора, выносить постановление о приостановлении прекращения производства по делу. Статья 260. Возобновление прекращенного уголовного дела. При отмене постановления следователя о прекращении уголовного дела, производство по прекращенному делу возобновляется постановлением прокурора. УПК принят в соответствии с порядком, установленным законодательством Кыргызской Республики и опубликован в газете «Эркинто» от 16 ноября 2021 года за номерами 122 и 123. Внесен в Государственный реестр нормативно-правовых актов Кыргызской Республики и является действующим. Согласно Конституции, Кыргызская Республика является правовым государством. Данное конституционное установление означает, что принципу верховенства права придается общеобязательное значение, когда вся государственная и общественная жизнь основывается на концепции правового управления. Иначе говоря, все лица, учреждения и организации, независимо от форм собственности, в том числе само государство, функционируют под действием единых правил, облеченных в законы, которые были публично приняты, в равной степени распространяются на все случаи жизни и реализуются независимо от обстоятельств. Принцип правового управления обязывает государство на законодательном уровне принять действенные правовые механизмы, которые позволяли бы обеспечить полноценный режим законности в стране. Одним из таких механизмов выступает уголовно-процессуальное законодательство, содержащее исходные параметры, регулирующие порядок уголовного судопроизводства и определяющие характер уголовно-процессуальной деятельности, ее содержание и цели, включая деятельность уполномоченных лиц по раскрытию, расследованию преступлений, а также систему правоотношений, в которые вступают соответствующие субъекты, вовлекаемые в производство по уголовному делу. В зависимости от конкретных ситуаций и обстоятельств расследуемого преступления, нормы уголовного и уголовно-процессуального права позволяют принять необходимые процессуальные решения, которые в своей совокупности способствуют достижению цели уголовного судопроизводства. Пункт 3. Одним из значимых процессуальных действий, проводимых в рамках уголовного судопроизводства, является принятие решения по завершению производства по уголовному делу как некий венец всей предшествующей деятельности. Прекращение уголовного дела представляет собой одну из форм окончания досудебного расследования без направления дела в суд. Это решение субъекта, в производстве которого находится уголовное дело, ввиду невозможности дальнейшего производства в связи с наличием одного из указанных в законе обстоятельств, исключающих преступность или же наказуемость деяния, либо позволяющих освободить подозреваемого или обвиняемого от уголовной ответственности. По своей правовой природе прекращение уголовного дела, с одной стороны, обеспечивает защиту прав личности, служит своеобразным правовым фильтром, ограждая невиновных от незаконного и необоснованного уголовного преследования, с другой позволяет избежать перегрузок правоохранительной и судебной систем, а также причинения государству ущерба, выражающегося в расходах на бесперспективную процессуальную деятельность. В частности, статьей 27 УПК приведен перечень обстоятельств, исключающих уголовное судопроизводство, когда уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное дело подлежит прекращению. В то же время итоговый характер прекращения уголовного производства обуславливает необходимость предъявления высоких требований к законности и обоснованности такого решения, поскольку оно включает в себя не только правовые, процессуальные и этические аспекты, но и имеет непосредственное отношение к деятельности правоохранительной системы государства по обеспечению правопорядка, принципа неотвратимости ответственности, восстановления нарушенных необоснованным прекращением уголовного дела прав личности и публичных интересов правосудия.
В этой связи правовые процедуры проверки законности и обоснованности прекращения производства по уголовным делам приобретают особую значимость. Согласно пункту 11 части 1 статьи 35 УПК, прокурор в ходе уголовного судопроизводства уполномочен отменять незаконные и необоснованные решения следователя, руководителя следственного подразделения, нижестоящего прокурора, в том числе постановление о прекращении производства по делу. При отмене постановления следователя о прекращении уголовного дела, производство по делу возобновляется постановлением прокурора. Причем проверка в рамках прокурорского надзора постановления следователя о прекращении уголовного производства носит обязательный характер. Следователь после принятия такого решения направляет дело прокурору, который своим заключением либо признает его законным и обоснованным, либо отменяет и возобновляет производство по делу. Кроме того, помимо обязательной формы осуществления прокурорского надзора за законностью и обоснованностью прекращения уголовного производства, нормами УПК предусмотрена возможность обжалования постановления следователя и участниками уголовного процесса. Так, в соответствии со статьей 259 УПК, постановление следователя прокурора о прекращении уголовного дела может быть обжаловано подозреваемым, обвиняемым, его адвокатом, потерпевшим или его представителем, а также лицом или представителем организации, по заявлению которых было возбуждено дело, прокурору, осуществляющему надзор за следствием, или в суд. Тем самым законодательство предоставляет возможность указанным субъектам права выбора правового инструмента по защите своих интересов на этой стадии. При этом оценка прокурором законности и обоснованности прекращения уголовного дела не означает утрату участниками уголовного процесса права на обращение в суд по этому же вопросу. Право каждого на судебную защиту, гарантированное частью 1 статьи 61, это 4 пункт Конституции, является абсолютным по своему смыслу и содержанию и не допускает какого-либо ограничения. Воплощение в жизнь данного права на этапе досудебного производства обеспечено путем закрепления в уголовно-процессуальном законодательстве института следственного судьи, осуществляющего судебный контроль, в том числе за законностью действий, бездействия и решения должностного лица органа дознания следователя, руководителя следственной группы, прокурора. Пункт 58 статьи 5 УПК. Закрепление судебного контроля в досудебном производстве обусловлено именно тем, что деятельность уполномоченных должностных лиц на этой стадии в большей степени обусловлена применением мер уголовно-процессуального принуждения, ограничивающих конституционные права и свободы человека, и свидетельствует о приверженности Кыргызской Республики общепринятым международным стандартам в области прав человека. Так, согласно части 2 статьи 32 УПК, в рамках осуществления судебного контроля следственный судья рассматривает жалобы участников уголовного судопроизводства на действия, бездействие и решение органа дознания следователя, прокурора, руководителя следственного подразделения. По результатам рассмотрения жалобы следственный судья принимает постановление о признании действий или решения соответствующего должностного лица незаконным или необоснованным, и о его обязанности устранить допущенные нарушения, либо об оставлении жалобы без удовлетворения. Законодатель, внедрив институт следственного судьи и предоставив ему полномочия по осуществлению превентивного и последующего судебного контроля, охватывающего весь объем досудебного производства, реализовал конституционную установку об обеспечении права каждого на судебную защиту. Предусмотрев же возможность обжалования постановления следственного судьи в апелляционном и кассационном порядках, воплотил в жизнь конституционную гарантию о праве каждого на повторное рассмотрение дела вышестоящим судом, который является составной частью права на судебную защиту. Из вышеуказанного правового регулирования следует, что законодатель предусмотрел довольно обширный механизм проверки законности и обоснованности постановления следователя о прекращении уголовного дела, где, кроме обязательной проверки надзирающим прокурором, предоставлено право обжалования указанного постановления следователя вышестоящему прокурору или в суд. Пятый пункт. Среди функций институтов государства осуществление правосудия занимает центральное место. Именно благодаря ей природа государственной власти приобретает правовой и предсказуемый характер. В решении Конституционного суда от 15 июня 2022 года было отмечено, что отправление правосудия является исключительной прерогативой судебной власти. В силу своего высокого предназначения суд является носителем особой власти и наделен такими властно-распорядительными полномочиями, которыми не обладает ни один орган государственной власти и местного самоуправления.
Действуя от имени государства и представляя его лицо, суд обладает возможностью подчинять своей воле и принуждать к совершению определенных действий или придерживаться соответствующего поведения. Судебная власть, осуществляемая как в форме отправления правосудия, так и судебного контроля, выражается в форме судебного акта, который во всех случаях является властным волевым актом органа государственной власти, обеспеченный государственным принуждением. С момента вступления любого судебного акта в законную силу он приобретает свойства неопровержимости, исключительности, обязательности, преюдициальности, исполнимости и остается неизменным. Так, в соответствии с Конституцией, вступившие в законную силу акты судов Кыргызской Республики обязательны для всех государственных органов, органов местного самоуправления, юридических лиц, общественных объединений, должностных и физических лиц и подлежат исполнению на всей территории республики. Данное конституционное установление означает, что акт суда распространяется на всех лиц, независимо от того, были ли они лицами, участвующими в деле или нет. Для лиц, участвующих в деле, обязательность судебного решения означает необходимость подчинить свое поведение предписанию судебного решения. Иные субъекты должны либо совершить определенные действия, либо воздержаться от их совершения, признавать и уважать принятое судебное решение под страхом наступления установленной законом ответственности. Кроме того, свойством законной силы судебного решения является его преюдициальность в отношении установленных им обстоятельств и осуществленной правовой оценки, которая также направлена на обеспечение социальной ценности судебного акта, его общей обязательности и преемственности. Таким образом, судебные акты, принятые в установленном порядке и вступившие в силу, независимо от того, приняты они в рамках судебного контроля или же непосредственного судебного разбирательства, обладают одними и теми же свойствами и не могут быть преодолены актами иных государственных органов. Согласно части 4 статьи 100 Конституции, отмена, изменения или приостановление судебного решения осуществляется судом в установленном законом порядке. Данное конституционное установление императивно указывает, что никакой иной орган не может принимать на себя функцию суда. Ни одно решение суда, вне зависимости от его содержания, не может быть отменено, изменено или приостановлено другим органом или должностным лицом, нежели чем самим судом. 6 пункт. Уголовно-процессуальная деятельность, как особый вид государственной деятельности, не может осуществляться произвольно по собственному усмотрению и желанию ее субъектов. Для этого государство законодательно формулирует общие и специальные правила, исходные положения, определяющие характер уголовно-процессуальной деятельности, ее содержание и направленность, которые находятся в неразрывной системной связи. Однако, фрагментарное использование содержания рассматриваемых норм УПК в отрыве от комплекса уголовно-процессуальных положений, в частности статьи 27 УПК, привело к девиантному, дефектному пониманию оспариваемых норм. В результате стала возможным отмена прокурором постановления о прекращении уголовного дела и возобновление производства по делу при наличии судебного решения по этому вопросу. Тем самым существующее правовое регулирование допускает произвольное усмотрение прокурора по вопросу осуществления прокурорского надзора за законностью прекращения уголовного дела при наличии судебной оценки этого вопроса, что является по своей сути посягательством на власть, которым обладает только суд. Такая правовая ситуация недопустима как с точки зрения конституционных принципов формирования в Кыргызской Республике системы органов государственной власти, так и конституционно-правового статуса судебной ветви власти. В этой связи Конституционный суд считает недопустимым при существующей системе судебного контроля произвольное, многократное возобновление прекращенного уголовного дела по одному и тому же основанию, когда искусственно создается перманентная угроза уголовного преследования, что противоречит целям уголовного судопроизводства, в частности, такой формы завершения уголовного производства, как его прекращение, является чрезмерным обременением конституционных свобод личности, способным попирать человеческое достоинство. Принимая во внимание вышеизложенное, Конституционный суд считает, что оспариваемые нормы противоречат конституционным установлениям о праве на судебную защиту, неопровержимости и общей обязательности судебных актов в той мере, в какой допускает возможность отмены прокурором постановления о прекращении уголовного дела и возобновления производства по нему, законность и обоснованность которого была подтверждена судебным актом, сохраняющим свою силу.
На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 2 части 2, частями 4 и 5 статьи 97 Конституции, статьями 47, 49, 52 и 53 Конституционного закона о Конституционном суде Кыргызской Республики, Конституционный суд решил признать пункт 11 часть 1 статьи 35, часть 1 статьи 260 Уголовного процессуального кодекса, противоречащими части 1 статьи 61, части 4 статьи 100, части 1 статьи 101 Конституции Кыргызской Республики в той мере, в какой допускают возможность отмены прокурором постановления о прекращении уголовного дела и возобновления производства по нему, законность и обоснованность которого была подтверждена судебным актом, сохраняющим свою силу. Решение окончательно обжалования подлежит, вступает в силу с момента провозглашения. Решение обязательно для всех государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц, общественных объединений, юридических и физических лиц и подлежат исполнению на всей территории республики. Опубликовать настоящее решение в официальных изданиях органов государственной власти, на официальном сайте Конституционного суда и в Вестнике Конституционного суда Кыргызской Республики. Суть решения понятна сторонам? Заседание Конституционного суда объявляется закрытым.